Мурат, я еще обращаюсь к тебе с благодарностью и с уважением. И знаю, что благодаря тому, что ты президент такой важной республики, ты уделяешь большое внимание детскому спорту. И то, что твои орлы обыгрывают всех в мире и в Европе, это первый показатель. Я знаю твою заботу о детях, а это будущие чемпионы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Судя по настроению президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева, Ингушетия – перспективный для российского спорта регион. И потому недавнее предложение Мурата Зязикова провести в Ингушетии летние Олимпийские игры было встречено с пониманием. Это вовсе не ход конем, чтобы привлечь дополнительные инвестиции. Кстати, их приток в республику за последние годы резко увеличился. Просто президент уверен в экономическом потенциале своей республики и ее гостеприимстве. У него своя стратегия успеха. Бывают популярные, но такие временные какие-то меры, которые можно сказать: о, какой хороший. Но он отсекает это взамен того, что есть впереди большое стратегическое, общее благоденствие для народа. У нас то, что у другого руководителя, может быть, спокойно пройдет, у нас может не пройти. Это нужно вдвойне, втройне сделать больше, для того, чтобы человек сказал: слушай, а действительно он, оказывается, что-то сделал. Его даже взять, вот, к примеру, то, что газификации вот в республике. Я когда это узнал, я поразился. У нас, развитых республик, этого еще до конца не сделано. Об этом мы только можем все мечтать. Не все великие державы смогли это сделать. Он это сделал. То, что он, вот сейчас даже вот никто не обращает внимания, то, что он вступил в эту международную ассамблею. Это вроде бы незаметное такое. Ну, вступил. А какие последствия будет дальше? Вот то, через 5-10 лет мы поймем это. Что это было правильно сделано. Что это было предвидено. Вот я и говорю, что он чем отличается? Тем, что он вперед предвидит. Территории республики было газифицировано. Это непревзойденный результат. Причем сделано это было не за счет вот этой общей программы газификации, а за счет внутренних источников. Что это означает? Это означает, что руководство республики поставило в качестве приоритета решение этой задачи. И решила ее. Еще одно приятное и долгожданное событие для жителей Ингушетии. В аэропорту Магаз приземлился первый ингушский самолет Ту-134. Первых пассажиров тепло встречали представители руководства республики и общественности. Это первый самолет, который был передан в собственность Ингушетии правительством Российской Федерации по ходатайству президента Мурата Зязикова. Я помню, как начиналась его политическая жизнь. И тогда, конечно же, каждый, кто его поздравлял, задавал себе вопрос, как все это получится, как он примет республику и сможет ли он этот корабль вести. На мой взгляд, сегодня ответ на вопрос существует. Он стал лидером республики, он сегодня один из видных российских политиков. У него очень незавидная судьба, потому что регион неспокойный, тяжелый. Не его вина в этом, так получилось, но это вдвойне заставляет лидера республики каждый день решать задачи, которые ставит жизнь, и задачи совершенно нестандартные, не трафаретные. Мне кажется, что у него получается, мне кажется, что он сегодня сформировал ту опору, которая позволяет ему быть достойным лидером республики. И я просто хочу ему сказать: Мурат, вперед, держись. Я имею право, по восточным понятиям я постарше тебя, поэтому имею право так говорить. Держись, вот тебе моя рука, если нужно, опирайся. У меня недавно родился внук, всего лишь один, и я была очень счастлива. Я могу себе представить, как счастлив Мурат Магомедович тому, что в его республике рождается так много девчонок и мальчишек. Ведь это же очевидный прогресс. И все это благодаря тому, что вы, Мурат Магомедович, такой энергичный, такой любящий свою родину человек. Я очень расположился к Зязикову. Мы провели некоторое время вместе, мы были вместе в Кремле, когда
Вот это, я тоже там говорил речь. И пригласил Путина поехать со мной в Малгобек. Когда закончился это самое, он подошел, значит, мы едем в Малгобек? Я сказал, я-то еду, а вы поедете со мной? Хорошо, что вот в такое трудное время, а время сейчас очень трудное для республики, во главе ее стоит вот такая личность. Он подвижник. Он практически, взвалив на себя эту должность, когда мог просто спокойненько, пользуясь своим ранее достигнутым авторитетом, жить, как говорится, и ни во что не лезть, и быть в полной безопасности. Таких людей, их единицы. Но они определяют свой народ. И надо научиться играть на струнах этого тонкого дела так, чтобы не сделать плохо тем, кто там столько лет живет, не нарушить традиции. И в такой молодой республике, как Ингушетия, которая исполнилась только 15 лет, нужно настроить ее на новый демократический этап развития. Много было проблем, но много было и побед. И мне бы очень хотелось, чтобы в вашей республике наступил мир и спокойствие, чтобы туда вернулись русские семьи, программы, которой вы сейчас занимаетесь, чтобы она обрела еще большее доверие. И я знаю, что генералам всегда все было по плечу. И очень хочу, чтобы вы не забывали, что вы еще военный, что та дисциплина, которая всегда дисциплинировала вас, дисциплинировала вашу команду и всех тех, кто будет настроен на тот результат, который вы перед собой поставили как глава этого региона. Доброго здоровья, настоящих друзей, доверия, надежды, веры и любви. Я помню его по комсомольской работе, он был всегда лидером. И я почему-то всегда думала, этот человек станет обязательно государственным человеком. И вот, наверное, все это сбылось. Видимо, все-таки есть у каждого человека своя судьба. И вот ему судьба подарила вот это вот большое дело, большую политику он вошел. И как политик он сейчас известен, сразу стал известен и на Северном Кавказе, и в России. Что вот мне лично импонирует в Мураде Магомедовиче, это его чуткое отношение к людям. И, конечно, Зязиков далеко не случайный человек, который появился в этой республике. Могу сказать одно. Очень тяжело руководить этим народом. Очень тяжело. Потому что каждый ингуш – это характер. Каждый ингуш – это тейп, это родственные связи, это биография и так далее. Поэтому очень сложно быть руководителем этого народа и представлять его. Поэтому я желаю 50-летию хороший возраст, хороший. Я бы с удовольствием бы в этот возраст вернулся, но мне гораздо больше, я уже перешел в категорию аксакалов. Я могу пожелать моему молодому коллеге, другу, товарищу счастья, успехов, мужества, стойкости. А самое главное, пожелать ингушскому народу благополучия и процветания. Он достоин этого. Видимо, так и распорядилась судьба или Бог, чтобы у вас в 50 лет начался такой очень серьезный, славный и очень такой позитивный и созидательный период вашей жизни. Я поздравляю вас от всей души с вашим замечательным юбилеем. И хочу, чтобы следующие 50 лет вы прожили в таком бы состоянии души, в таком бы ритме, чтобы вас ничего никогда не угнетало, чтобы вам никто не мешал делать хорошие дела, чтобы у вас было побольше врагов, потому что это стимулирует на хорошие дела. И вы, конечно, будете и счастливы этим, и горды. И я хочу пожелать вам, чтобы вся семья вами всегда гордилась и всегда дожидалась вас домой. Красивым, вот таким веселым, живым, невредимым, смелым, волевым, настоящим мужчиной. Великий драматург и сценарист Александр Володин, когда-то он написал, что правда почему-то потом торжествует, почему-то торжествует, почему-то потом. Почему-то торжествует правда, правда потом, но почему-то обязательно. Человечеству она
почему-то нужна. Хотя бы потом, почему-то потом, но почему-то обязательно. Вот ваша правда, она вечная.